Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на панельной дискуссии ежегодного Катарского экономического форума выразил обиду в отношении западных партнеров страны за то, что они, так сказать, не поддержали Тбилиси в грузино-осетинской войне августа 2008 года в той мере, как сейчас поддерживают Украину против России. Цитата: «У нас была война в 2008 году. Помните кого-то, кто ввел санкции против России? Наша война не война, а война в Украине война», заявил Гарибашвили. По его словам, после войны 2008 года США и Европа продолжали вести дела с Россией в обычном режиме. Экономика Грузии рухнет. Мы нанесем вред нашему народу, если введем двусторонние экономические санкции против России, заявил Гарибашвили. Должен сказать, что мы были очень разочарованы тем, что после войны 2008 года с Россией бизнес шел в обычном режиме. Далее грузинский премьер отметил, что, дескать, цитата: «После той разрушительной войны 20% территории нашей страны до сих пор оккупированы Россией. Россия признала так называемую независимость наших исторических регионов, и эта оккупация продолжается», заявил премьер Грузии. До 2022 года Евросоюз выплатил России $2,3 триллиона. Никто не прекращал вести дела с Россией, как будто ничего не произошло, подчеркнул он. Цитата: «В этой ситуации я хотел бы еще раз подтвердить, что мы поддерживаем Украину, украинский народ, мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее». Далее грузинский премьер особо подчеркнул, что Грузия присоединилась к сотням мирным заявлениям и призывам к миру, но все еще не готова поддерживать санкции против России. Что касается национальных экономических санкций, то товарооборот Грузии с Россией составляет менее $1 миллиарда, подчеркнул Гарибашвили. Для сравнения, ЕС торгует всего за 4 дня столько, сколько мы торгуем за целый год. Это смешно, логики нет. Это нанесло бы ущерб интересам нашей страны, заявил Гарибашвили. Напомним, что в 2008 году Тбилиси совершил очередной акт агрессии против Южной Осетии. Территорию республики начали бомбить в ночь на 8 августа. Республику обороняли военные Министерства обороны Южной Осетии и ополченцы, а России пришлось вступиться за своих миротворцев. По их расположению пришелся один из первых ударов, и жители Южной Осетии, большинство которых имело и гражданство Российской Федерации. В то же самое время в самой Грузии продолжается многоликая политическая игра. Так, например, 23 мая, дескать, благословение главы Грузинской православной церкви в Грузии отмечается не больше, не меньше День Абхазии. И глава грузинского правительства даже решился обратиться к жителям Абхазии, отметив, что сегодня главное восстановление доверия. «Поздравляю всех, в первую очередь наших абхазских соотечественников, с этим днем». Политическая команда грузинской мечты предложила абхазским братьям новый подход в политику примирения и восстановления доверия. Далее в своем поздравлении премьер отметил, что одной из главных целей власти перед восстановлением территориальной целостности страны является достижение доверия. «Еще раз поздравляю всех с Днем Абхазии, желаю мира и развития нашей родине Грузии», говорится в этом подобии поздравления от премьер-министра Грузии. Отметим, что все это происходит на фоне атаки грузинских пользователей на сайты российской авиакомпании «Азимут» и их требования убрать Абхазию и Южную Осетию из списка стран в их реестре. Одни назначают праздник под названием День Абхазии, другие пытаются стереть название Абхазия на сайте бронирования авиабилетов. Как интересно все это сочетается между собой. К другим темам. На днях в прямом эфире одного из итальянских телеканалов выступили послы по особым поручениям МИД Абхазии Вита Гритани и Кан Таня. В своем выступлении они имели возможность рассказать широкой аудитории о том, что из себя представляет сегодня Абхазия, каковы были особенности абхазо-грузинской войны 92-93 годов и в чем ее принципиальное отличие от сегодняшних событий в Украине. А также итальянские телезрители узнали о том, с какими трудностями и несправедливостью сталкиваются в мире обладатели абхазских паспортов из-за политики непризнания и изоляции, о сложностях в перемещениях, получении виз и в сфере образования. Подробнее на эту тему мы поговорили с послом по особым поручениям МИД Абхазии Каном Таня. Приветствую вас, Кан.
Здравствуйте, Арита. Хотелось бы, чтобы вы рассказали подробнее о том прямом эфире, в котором вы участвовали, в эфире, как я поняла, итальянского телеканала. Для начала, может быть, вы рассказали бы, что это за передача, как вы получили приглашение, вот об этом. Да, это передача северного телевидения Италии, называется «Канале Италия». Вещает канал и по спутнику тоже, у них там и широкая интернет-аудитория. Ну, в основном это все-таки аудитория, это Северная Италия. Вот. Пригласили нас в программу «Вечерние новости», которая выходит по пятницам. И ведущий программы обычно затрагивает темы, скажем так, геополитические, ну, политические, геополитические. И в основном говорит о том, что происходит в мире в целом, за пределами Италии. И вот в Вито Монако его зовут. И Вито Монако, значит, пригласил нас с Вито Гритани, послом по особым поручениям МИД Абхазии, принять участие в обсуждении темы спорных территорий. Вот так называлась тема передачи, основная тема передачи. Да, то есть, получается, там о нескольких, да, разных территориях шла речь, правильно? На самом деле заявлено было, что поговорим в целом, окунемся в историю спорных территорий, и Тайвань, и про Тайвань поговорим, и про Северный Кипр поговорим. Но в итоге наш диалог сошелся к Донбассу, к Абхазии и частично к Южной Осетии. Да, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что вы обсуждали. Я знаю, что, например, вы касались темы вот, нашей Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, и был такой, скажем так, сравнение, потому что очень часто в мире пытаются позиционировать вот то, что происходит сейчас на Украине, как бы сравнивать, делать параллели. Вот расскажите подробнее. Да, на самом деле изначально вот как раз-таки Вито Монако, ведущий, он начал повествование с того, что с рассказа о том, как было на Донбассе до начала специальной военной операции, там, с 2014 года, и делал параллели, да, показывал, в какой ситуации сейчас живут люди. Ну и спрашивал, конкретно меня спросил, ну, считаю ли я, что вот истории одинаковые и на Донбассе, и в Абхазии, и в других частях мира, там, и про Косово. Ну, я сказал, что все эти случаи нужно изучать отдельно, их всех нельзя объединять, потому что народы разные, культуры разные, и, соответственно, воля народов тоже разная. И привел пример, конкретно наш случай, рассказал про грузино-абхазскую войну, про то, как она началась, ее причины. Далее рассказал про первый референдум и принятие Конституции у нас в 1994 году, и далее про второй референдум в 1999 году, где мы уже окончательно и акт о независимости приняли, да, и объяснил, что вот наш народ дважды подтвердил свое свободное волеизъявление, выбрав путь строительства суверенного демократического государства, упомянул и Конституцию, статью 1, что у нас это и закреплено все в Конституции, и объяснил, что все-таки, может, со стороны это и кажется, что одинаковые истории, но по факту, если изучать их, углубляться, то воля народа отличается. И отличается, скажем так, по характеру, вот если брать грузино-абхазский конфликт, да, то там у нас глубокий конфликт, который идет, не начался внезапно из-за территории или из-за просто какой-то политической позиции, а там глубокий конфликт, основанный в первую очередь на притеснениях, на дискриминации, на нарушении наших прав и интересов национальных, да. Вот. Ну, вроде бы, значит, итальянская сторона это поняла, и дальше мы развили диалог, исходя уже из этих тезисов. То есть вы говорили тоже о том, что не было ли вот с их стороны такой настойчивости и привязки к России, которую так любят в Грузии, любят на Западе тоже, что вот эти конфликты привязывать именно с позиции России и вот подавать ее как агрессора. Был ли такой момент? Нет, на самом деле должен сказать, что и канале Италии именно вот эта передача «Вечерние новости», и сам Вито Монако, у него все-таки пророссийская риторика. Он сам против санкций, против России. И в целом
он поддерживает президента России, его политику, которую он проводит, защиту там, традиционных ценностей. Поэтому в его риторике никаких таких вот посылов не было. Он, наоборот, с пониманием относился к тому, что мы говорим. Мы с Вито также говорили, что мы видим ситуацию таким образом, что западные СМИ демонизируют всячески не только Владимира Владимировича, да, но и всех граждан России. То есть это распространяется уже, здесь не просто неприязнь, допустим, к одному человеку, да, а это распространяется на всю нацию с привязкой к гражданству. И таким образом происходит та самая дискриминация, которую абхазы и граждане Абхазии уже переживают с момента победы в Отечественной войне народа Абхазии. Да, и, кстати, вот говоря о дискриминации, говорили ли вы о сегодняшней Абхазии? Да. Да, о том, какими, скажем так, с какими проблемами мы сталкиваемся, имея наши паспорта, вот о передвижении? Расскажите. Да, и я об этом упомянул, и Вито Гритани об этом сказал. Мы рассказали, что, в принципе, на сегодняшний день ни абхазские дипломы, ни абхазские паспорта, ни другие документы, выданные госорганами Республики Абхазия, не признаются в странах Евросоюза, как минимум, да, ну и во всех других странах, с которыми у нас не подписаны соответствующие двусторонние соглашения. Это было там для итальянских гостей, это было удивлением, да, потому что для них абсолютная норма, что все документы естественным образом признаются. Такой мысли и даже не допускают. Но вот мы рассказали, что 13 мая мы направили письмо министру иностранных дел Италии Антонио Таяни, в котором рассказали вкратце о истории государственности Абхазии, о грузино-абхазской войне и о том, какие, в общем, последствия с точки зрения нарушения наших прав принесла нам наша позиция и наша воля строить свое государство, да, чем мы расплачиваемся. Помимо жизни наших лучших ребят. Да. И, соответственно, это письмо мы отправили через знакомого нашего адвоката. Мы попросили его на бланке его адвокатской конторы зарегистрировать письмо с нашим текстом, с нашими подписями и с его подписью, с подписью адвоката. И он через свою адвокатскую контору по закрытой почте направил письмо. Почему по закрытой почте? Потому что таким образом мы смогли получить уведомление о том, что итальянский МИД получил и зарегистрировал, то есть прочел это письмо. Теперь мы точно знаем, что оно у них, и мы не отправили его впустую. Когда вы говорите «мы», кого вы имеете в виду? Ну, я имею в виду Министерство иностранных дел Абхазии, Абхазию в целом, потому что мы с Вито естественным образом представляем интересы Республики Абхазия. Да, в я вот качестве хотела послов, уточнить да. этот момент. А, условно говоря, цель этого письма, она... Цель письма, мы понимаем, что не питаем никаких иллюзий насчет того, что министр иностранных дел Италии возьмет сейчас и ответит нам, что да, ребята, мы сейчас признаем все ваши документы и без проблем будете приезжать. Нет. Но цель состоит в том, чтобы, во-первых, обозначить проблему, официально ее зафиксировать в официальных документах, в официальных структурах. И только таким образом, постепенно, пошагово, мы сможем в итоге прийти к тому, что нам и ответят, и мы начнем обсуждать эту проблематику. То есть в письме мы запросили у Министерства иностранных дел Италии организовать встречу, круглый стол для поисков механизма решения, скажем, данной проблематики и восстановления наших прав. Вот. И объяснили, почему это нужно не только нам, но и итальянцам тоже. И гражданам Евросоюза тоже. И в этом есть логика, объясню. А почему это нужно гражданам Евросоюза? Да, им тоже это нужно, объясню почему. Значит, по статистике к нам приезжают все-таки граждане Евросоюза, так или иначе, в качестве туризма посещают Абхазию, кто-то по работе, не дай Господь, что-то с ними произойдет. Утеря документов там, или еще что похуже, да, там, не дай Господь, кто-то там, по состоянию здоровья повредить себя и так далее. Это чрезвычайная ситуация, да? Тогда, понятное дело, всегда можно найти решение, и мы всегда его находили. Были такие случаи, да, по Дипканалу.
Но чтобы официально как бы взаимодействовать с гражданами Евросоюза, ну и с другими гражданами, с которыми у нас нет соответствующих соглашений, ну, с нашей стороны есть добрая воля, ну и с той стороны тоже должна быть добрая воля. То есть мы должны таким образом, каким-то образом взаимодействовать с официальными властями Италии или Евросоюза, чтобы в случае чего их же граждан отсюда, чтобы абхазские власти могли взаимодействовать и передавать, восстанавливать им документы, или чтобы могли присылать нам документы, и мы могли их выдавать и так далее. То есть нужны какие-то механизмы, потому что на сегодняшний день таких механизмов нет, и о них никто даже не говорит и не думает. Возвращаясь к эфиру, как вам кажется, почему важно принимать участие в таких эфирах? И вот вы сказали, что даже если у журналиста итальянского такая пророссийская позиция, по большому счету, это как бы, то есть вроде бы вы вещаете тем, которые и так того же мнения, которому вы придерживаетесь, но тем не менее, вот почему тогда важно, да, вот почему не теряется это значение? Да, на самом деле и ведущие, и в принципе все присутствовавшие в студии и онлайн, у всех позиция была достаточно однозначная, пророссийская. Да, вот это тоже хотел бы, это важно подчеркнуть, что там на самом деле не было никаких прений, дискуссий, да, то есть это просто вот рассказывали обратную сторону медали, обратную той, которую демонстрируют в западных СМИ, да, то есть там максимальная демонизация просто вот России, одной стороны, да, и никакой альтернативной информации. Вот это телевидение, оно захотело показать альтернативную информацию. И в этой связи, во-первых, аудитория огромная, да, и возможность рассказать объективную информацию и об Абхазии тоже. То есть когда, значит, ходят какие-то слухи, делают какие-то предположения о том, что вот Абхазия это то же самое, что и вот там, и там, и там. А наша задача объяснить, что это не то же самое. Если может со стороны смотреться так, но у вас недостаток информации, у нас было вот так, и мы строим суверенное государство. То есть народ выбрал другой путь. И наша задача это объяснить, рассказать, а там уже, естественно, слушатель это послушает, получит новую для себя информацию и дальше уже, в общем-то, может сам принимать решение, какая из информации правдивая. Да, и сам формировать свое мнение, да. по сути. Да. Хорошо, напоследок я хотела бы спросить о том, что, может быть, какие-то задуманные, интересные такие, скажем так, мероприятия, проекты вот в этой связи, вот в связи общения и какое-то вот продвижение интересов и информации в Абхазии. Да, у нас задумано отдельное мероприятие, посвященное только Абхазии, и тоже на телевидении. Пока не знаем, когда это точно произойдет, потому что мы к этому вещанию тоже готовились долго, согласовывали, в общем, были определенные препятствия. Но вот следующий шаг, там же на этом телевидении, организовать отдельную передачу, посвященную уже полностью Абхазии. Для того, чтобы огромная аудитория, это, чтобы вы понимали, 4-я группа по величине в Италии. То есть там, понятное дело, RAI, TG4, TG3, и вот это 4-я группа канала Италии. Да, вы имеете в виду телеканал? 4-й по значимости. 4-я по значимости, их там группа телеканалов, да, вот 4-я по значимости, и в плане вот аудитории тоже. И мысль, которая вдруг пришла, почему бы их не пригласить сюда? Мы без проблем можем это организовать, да, можно и пригласить. Я думаю, что это тоже было бы интересно. Большое спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.